Здравствуйте, уважаемые телезрители и коллеги. Пресс-центр АГТРК продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях телеведущий, шоумен и музыкальный исполнитель Леван Тодуа. Леван, добро пожаловать в Абхазию, добро пожаловать в нашу студию. 22 числа, 22 июля пройдет ваш благотворительный концерт в Государственной филармонии имени Раждена Гумба. Поделитесь, пожалуйста, концертной программой, что ждать зрителям, каких сюрпризов. И мы знаем, что концерт благотворительный. Спасибо большое, огромное человеческое спасибо всей команде Абхазского государственного телевидения. Это мое любимое телевидение. Спасибо председателю. У меня много площадок в России, все каналы показывают, но для меня особо важно, когда меня открыто Абхазское государственное телевидение принимает. И для меня очень важно быть у себя на родине услышанным и увиденным. У меня не только в этом году благотворительный концерт, в Абхазии он третий, каждый год он благотворительный. Благотворительный имеется в виду люди, которые покупают билеты, часть денег после затрат идет на благотворительность. В предыдущие годы это была Чимчирская районная больница. И мне вообще не хочется о благотворительности так громко говорить, потому что это зов моей души, это состояние меня. Я так чувствую. Если я могу какую-то маленькую лепту внести, что-то доброе сделать, первым долгом это мне приятно. Я ничего не жду, каких-то дивидендов, чтобы об этом писали и говорили. Я это не делаю на показ, вот посмотрите, какой я герой национальный. Нет, еще раз говорю, это состояние моей души. Меньше всего мне сегодня хочется говорить о благотворительности, потому что есть такая расхожая фраза: «Сделав доброе дело, отпусти, забудь». Может, я просто для каких-то артистов стану каким-то неким примером, что и артист может делать какое-то благое дело. Вы упомянули, что не любите говорить о благотворительности, что об этом не надо громко говорить, но все-таки интересно узнать, на что в этом году пойдут собранные средства с вашего концерта. Давайте я сперва это сделаю после концерта на второй, на третий день. Я сперва все это доставлю, сделаю, и обязательно этой информацией поделюсь первым долгом с абхазским телевидением. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Меня зовут Афина. Тема Абхазии — одна из ключевых в вашей жизни. Вы говорите, что ваша любовь к родине, она велика. Расскажите, где она проявляется в вашей повседневной московской жизни, например, в проектах. Афина, добрый день. Во-первых, я у вас снимался в программе, вы у меня неоднократно брали интервью, я очень хорошо помню. Любовь к родине у меня в ДНК. Я каждый раз, когда прихожу на российские площадки, в российские СМИ, где есть возможность, я всегда с гордостью говорю, что я вырос и родился в Абхазии. Абхазия — это солнечная страна, страна души, Апсны, везде об этом говорю. Я даже когда, будучи когда-то лет 20 тому назад, когда я начинал как фотомодель, как модель, я на неделе моды российской просил, чтобы мне разрешили выйти в абхазской национальной одежде. Во всем проявляется моя любовь. Я живу на две страны. Абхазия — это моя историческая родина. Я здесь вырос. Я помню, когда здесь шла война, мне было 6 лет. Я помню все трудности, которые связаны с моей родиной. И человек, который не любит свою родину, он не может другую какую-то страну или другую нацию любить. Любовь моя к моей родине — это навсегда. Ну и также я хочу сказать спасибо. Мой второй дом — это город Москва. Москва — город больших возможностей. Россия — это вторая моя страна. Россия мне дала популярность, узнаваемость, большие какие-то масштабные проекты для меня. Масштабные — это, конечно, российские каналы и моя российская аудитория. И я считаю, что я абсолютно счастливый человек. Здравствуйте, Ливан. Меня зовут Алиса Адлиева, Абаза ТВ. Мне вот интересно, ваш образ сменился. Вы сказали, что вы сейчас следите больше за питанием. Такие происходят трансформационные процессы. Будут ли они отражаться на вашем творчестве и будет ли меняться вместе с тем и ваша концертная программа? Расскажите об этом. Какой интересный вопрос. Смотрите, я почти 19 лет существую в творчестве, как телеведущий. Последние 5 лет
я занимаюсь музыкой. Но я не профессиональный вокалист, понятно, что я профессиональный телеведущий. Но музыка в моей жизни есть. Честно вам скажу, большое количество аудиторий, которые в соцсетях наблюдают, они подумали, что это какой-то самопиар. Ну, типа, когда я вот пришел, налысо состриг свои, на мой взгляд, красивые патлы, волосы, люди сказали, ну, это какой-то пиар. Никогда в жизни, за свои 20 лет почти, на телевидении, именно в шоу-бизнесе, никогда не делал искусственно никаких вещей для того, чтобы привлечь к себе или к своей персоне внимание. У меня внимание огромное. Я даже не постесняюсь, эта информация открыта. Если посмотреть Google и Яндекс, наверное, я один из таких персон, ну, в поисковике, наверное, номер один. Именно людей, связанных с творчеством, с шоу-бизнесом, из Абхазии имеется в виду. Это было мое желание было. Если вы смотрели мое большое интервью у председателя Абхазского государственного телевидения, у Ирины Шотовны Агырба, она мне задала очень интересный вопрос. Она мне сказала: Ливан, сможете ли вы поменяться? Поменяться в образе, имеется в виду. Я тогда, это интервью где-то уже, наверное, месяцев 6-7 как прошло, я сказал, конечно, я смогу поменяться. Для какого-то проекта, для киносъемки, для еще чего-то. И это было состояние моей души. Никто меня ни к чему не принуждал. Я такой человек, довольно-таки очень самостоятельный, уже взрослый парень, и на меня влиять чисто, как мне выглядит, никак. Но поверьте меня, длина моих волос ничего плохого не несло. Просто я устал. Мне 40 лет, я уже взрослый дядька. И когда съемочные дни, перелеты, выступления, их каждый раз нужно было укладывать, и я просто в один день проснулся, вспомнил вопрос Ирины Шотовны Агырба и взял и под ноль. И мне так хорошо, форма черепа. Да, лоб у меня высокий, но говорят, у кого высокий лоб, тот интеллектуальный человек. И я абсолютно в гармонии со своим данным образом. В творчестве у меня вся моя музыка, за исключением абхазской песни, все пишется под меня. Где-то я являюсь соавтором в словах, именно в стихах, те песни, которые я пою. Я не пою песни такие, которые бы несли какой-то негатив или какую-то бессмысленную. Все мои песни – это состояние моей души, мои переживания, расставание, безответная любовь, дружба, как хотите. Но при этом я безмерно рад, что мою музыку любят и слушают. Я не буду делать то, что делает современная российская эстрада, в смысле там какие-то блогеры, какую-то такую музыку пошлую или слова пошлые. Ну, еще раз говорю, мне уже 40 лет. Я уже такой, мне кажется, на мой взгляд, состоявшийся человек, искусственно привлекать к своей персоне у меня нет надобности. Хотя многие люди почему-то меня воспринимают, не зная мою душу, мою глубину. Я живу по всем традициям абхазским, потому что меня воспитала мама, которая 30 лет в школе преподавала. Я не только о себе думаю, что вот я могу жить по меркам шоу-бизнеса. Поверьте мне, если бы я мог бы и не думал бы о своей стране, об Абхазии, о моей маме, которая здесь живет, брат, который мой в свое время за свободу Абхазии воевал, я бы мог бы жить по стандартам, по скандалам российского шоу-бизнеса. Я этого не допускаю. Обо мне пишут, ну, слагают разные легенды. Я даже это про себя не читаю. Я пытаюсь абстрагироваться, и, слава богу, моя семья тоже не читает. Для того, чтобы любить Ливана Тодуа, надо просто с ним пообщаться и понять его душу. Любить имеется в виду, меня никто не обязан любить. Моя любовь к сцене, моя любовь к телевидению, моя любовь к тому, что я делаю, это превыше всех разговоров, что обо мне могут говорить и писать. Будут какие-то трансформации, только в хорошем смысле, новые песни. Вот я выпустил песни «Корабли». Кстати, мне его делал Дима Коновалов, он работает с Кристиной Арбакайте. Я выпустил песню «О твоей красоте» кавказско-восточного стиля. Мою душу так греет, что мою музыку слушают. И это самая большая награда. Кто-то может мой образ любить, кто-то может мою песню любить, не любить. Я как публичный человек воспринимаю все, что вокруг меня происходит. Потому что людей много, я один. Я, наверное, один не из многих абхазов, который вырос и родился, и что-то смог в России сделать. По крайней мере, я добился того, что, приходя на Первый канал,
меня пишут как Ливана Тодуа. Приходя на НТВ, меня тоже называют Ливаном Тодуа. Ну, люди, которые имеют отношение к телевидению, они понимают, какой это труд. Пусть те люди, которые меня реально обсуждают как-то, наверное, я их не слушаю, попробуют пройти мой путь. Я начинал на российском телевидении, когда не было интернета. Я не брал телефон, не снимал себя, тогда не было. Обсуждать меня можно без конца, любить и не любить тоже, пожалуйста. Просто нужно уважать мой труд. Это, наверное, самая главная миссия. Ливан сараз цара шестер стохоп обсушила из банзар сарайс дурус вчера обсушила и бзины пштана шест чажа шерей сарей хайч чажерги обсушила пишу мясо за стара саму побас, а критика шпащу и до школой. Нас шуму мауэ критика шасху. Ава уж бризам тахтаглуп афина итабуп псышала старых сышта сарас бзшва бзизбот. Сахи казалайги ежуба шуксацот сара Москва сунхойшти сас бзшва салат шажут бзшва салат шхот бзшва зигрецки бзизбот. А социал дак курча сизанырцо та критика сизанырцо таха сарауште симхе уискус нархцум сашцилт. А уаирдер ую дейцезепшны бзе дербадзом. Аджекс зихот зны мызквак рапхя сахчер гуапхомус, тушта сахче наг сырха уямышта хирхуцу сыздрымаха сарайша сфарстахуп афина сгуснархван апхадзе. Апхас аналагаз, апхава сырзым дырдзаква ахунча агвам бзшузырхер уисара сугуянагута аджги гуапхадзома. Аха ихеубризам тахтаглуп социал даква Facebook, интернет дасу и тохонейца раует. Сарасакузги, сарамчрасымазги, апсна территория убриза закон астон, а Facebook, Instagram и гварталарс, ебалакерам юрс. Саразнызла дишаны сахопшует, а уаирюа, политик черзырюа, апсны езырюа, апсва. Сарайс харстахуп, о, шана джалбет шанкл, Фейсбуке, Инстаграме ныказги, апсна хақан, харапсна ханхон, уахайла нагар қаладзум. Сарайс занырцаргисас артиступ на сахопшын, сапхен, сгуснархидзум, схарги яшадзам, афинаха. Сгук анаживает, сус сакуцует, сейханы, и занырцаз жбома, ахызас хакуцин сшисрахцум. Стуху мауэ. Шера Иззидио? шепста зараджа. Шера шхала шхзыдзюро критика схо. Иҟамиу Ихаб шана критика нышзыҟалҵоит. сан Ишыдышкылома. критика сыҟалҵоит, сан сара сырҽхәара лыздырӡом, иааҟасҵалакгьы мама џьара хәшарак сыбҭарауеи ҳәан ласҳәалак иахьа хԥа узықәсыргылеит ҳәа салҳәоит хаан ԥшьба сылҭаӡом. Ну сан хаан сылаҽхәом, сашьагьы сҭаацәагьы уи ԥшӡамзар акәхап ԥсуа ҵас иатәым сан сылаҽхәан ижәбо сыҷкәын даумоуп дхазыноуп ҳәа сан сконцерт аҿы данааиуагь хаан аԥхьа дтәаӡом. Ауаа дахьырбо. Уи аԥсуа ԥҳәыс илықәнагаӡам, иԥшӡаӡам, са сартистӡам лҳәеит, са сырҵаҩуп, ажәлар ахьтәоу рыгәҭа срылатәазар иаҳа иԥшӡоуп, ихьӡуп ҳәа салҳәоит. Сан илгәамԥхақәагьы рацәами, илгәаԥхақәагьы ирацәоуп, сдырраҭарақәа зегьы дрыхәаԥшуеит, сашәақәагьы дырзыӡырҩуеит, илгәаԥхоҟоуп, илгәамԥхоҟоуп, зегь реҵкьи сашәақәа рҟынтәи ԥсышәала санышәаҳәо иаҳа бзиа илбоит. Ливан, мы заговорили о родине, о языке. У нас заработала воздушная гавань. За 30 лет впервые заработал аэропорт Сухум. Вы приземлились здесь, я знаю. Какие чувства вы испытывали, когда вот впервые приземлились в аэропорту Сухум? Гугуца, спасибо, прекрасный вопрос. В прошлом году, я впервые в прошлом году прилетел, еще не настолько был оснащен наш аэропорт. Честно говоря, я хочу обратиться к нашему парламенту, к людям, которые к этому причастны. Лично от меня огромное спасибо. Это красота. Мне как артисту, человеку, который очень много летает за год, чтобы не соврать, больше 60-70 перелетов бывает. И для меня лично тоже это огромный подарок. Во-первых, мы все знаем, я не только в шоу-бизнесе разбираюсь, а по Черному морю самый удобный аэропорт считается это наш
Сухумский, который располагается в Драндах. Это прекрасно, это лучший подарок. Спасибо нашему президенту, спасибо всем, кто причастен лично, и от меня тоже. Это потрясающе. Я с огромным удовольствием, когда меня приглашают в Абхазию, или когда я веду свадьбы, корпоративы, или на День города, когда, ну, вообще на любые мероприятия, я с удовольствием, я вспоминаю наш аэропорт. Ты приземлился, 20 минут, и ты в Сухуми, 20 минут, и ты в восточной части Абхазии. Это большой подарок, и спасибо нашим российским партнерам за то, что они нам такое содействие оказали в открытии нашего прекрасного аэропорта. И хотел бы всех зрителей поздравить. Цивильной страной считается там, где есть аэропорт, воздушная гавань. А еще, когда ты летишь, горы, море, реки, такая красота, я как маленький ребенок через иллюминатор смотрю и думаю, боже мой, какая природа, как красиво. Мы знаем, что у вас очень насыщенный график. Насколько часто вы теперь будете приезжать в Абхазию? И вообще, как часто вы бываете здесь? Гугуца, я с Абхазией никогда не прерывал связь. Я не из тех абхазцев, когда стало хорошо в Абхазии. До этого я где-то находился непонятно где, и вдруг появился. Я всегда был и есть, я люблю свою родину, я никогда не прерывал. Если не по работе, то я к себе домой в Абхазию возвращался, к маме, к брату, к моим родным и близким, потому что Абхазия, повторяюсь, и всегда буду повторяться. Это у меня в ДНК. Это у меня в крови. Я обожаю, без Абхазии я жить не могу. Когда я совсем устаю от перелетов, от избытка внимания, от каких-то проектов, я всегда возвращаюсь в Абхазию, набираюсь сил и потом к себе в Москву тоже возвращаюсь с новыми силами, с новыми идеями. Теперь я чаще, конечно, появляюсь, чаще приезжаю. Бывает, к сожалению, что у нас в Абхазии любят какие-то проекты или те же свадьбы, корпоративы за какие-то короткие сроки заказы давать. Бывает, не попадаю, потом переживаю. Ну, обещаю, буду постоянно... Насколько часто такие заказы бывают? В Абхазии вот буквально в прошлом году красивую свадьбу мы вели с моей коллегой, с Анной Калашниковой. И эта свадьба была на 800 человек. Приглашали на главную елку город-герой Тхуарчал, Константин Эдуардович Пиля, глава Гальского района. Очень много, не знаю, очень много проектов разных. Абхазское телевидение в эпоху Ирины Шотовны стали меня приглашать на новогодние огоньки. Раньше меня не показывали. Я, наверное, не выходил фейсом или прической не подходил. А теперь меня показывают. Я с огромным удовольствием принимаю участие. То, что касается моей Абхазии, Гугуца, знаете, пожалуйста, это не только заработать денег. Я приезжаю сюда, если это касается благотворительности, если меня попросит Абхазское государственное телевидение, да вообще то, что касается моей страны, и мне скажут, Ливан, ты должен приехать выступить, я прерываю даже коммерческие какие-то предложения, я выбираю Абхазию. Не от того, что я богатый человек, нет, я далеко не богатый человек, я далеко не меценат, я тот артист разговорного жанра, тот телеведущий, который честным путем зарабатывает себе на жизнь. Еще я не один. У меня есть пиар-директор, директор, определенная команда людей, звукорежиссер, которые со мной работают. И они даже любят Абхазию. Даже моя коллега Анна Калашникова говорит, я, говорит, почти себя чувствую абхазской. И я говорю так, Аня, покажи, во что ты будешь одета, какое платье, чтобы все, она уже все знает. Она себя, правда, очень скромно, достойно ведет. А здесь даже я, когда со своим балетом приезжаю, ребята уже и девочки со мной по 3 года танцуют именно в Абхазии, не считая то, что мы в России работаем, они тоже чтут всегда. Я люблю то, что им показываю, это должно быть достойно. А Госфилармония – это главная сцена страны, и туда должны выходить достойные люди, и балет, и я в том числе должен соответствовать этому концертному залу. Спасибо. Коллеги, вопросы? У меня есть один еще вопрос. Ливан, что для вас ценнее, статуэтка премии или слова благодарности от случайного зрителя из Сухума? Вы знаете, Афина, вот хорошо подготовилась, сразу видно, что работает на абхазском телевидении, очень приятно. Конечно, приятна зрительская любовь, однозначно, но у меня есть премии. Кстати, никогда
никто из абхазских СМИ об этом никогда не писали и не говорили. Ну, это не гоже. Я получал самый стильный мужчина шоу-бизнеса, допустим. Ну, много у меня этих премий. Для меня важно любовь зрителя. Премия хорошо. Ну, если я, конечно, получу золотой граммофон, выйду и скажу на песне года, это будет победа не только моя, а победа моей малой родины Абхазии. Сказать, что я избалован каким-то вниманием в Абхазии, нет, конечно. Я не знаю, ну было бы приятно, когда даже просто письмо тебе дали благодарственно, и то приятно. Но я даже письма не получал за эти 2 года благотворительности. Я одним из первых приезжал, когда открыли в Гаграх приют для бездомных собак. Я периодически выкладываю людей, для которых делают сборы. Это вся Абхазия делает. Но я как публичный человек, имеющий огромное количество публики, я всегда делюсь. И самое главное, возвращаясь к вашему вопросу, любовь зрителя. Все, ничего, со мной теперь ничего не сделать. Меня могут 10 человек не любить, зато я уверен, что 70% в Абхазии меня любят и уважают. Спасибо. Ливан, мы заговорили о мероприятиях. Вот в 2026 году, этим летом, Абхазия стала большой площадкой для масштабных событий. Здесь впервые прошел КВН, большие фестивали проходят, звезды приезжают. Насколько это важно стало и насколько вот Абхазия может сейчас принимать такого масштаба мероприятия? Смотрите, это прекрасно. Мы же такая курортная столица, можно сказать, по Черному побережью. Да? Большое количество отдыхающих гостей приезжают в Абхазию. Ну, можно раз-два сходить в Абхазский театр, там, в Росдрам. Должно быть разнообразие, у людей должно быть. Но это же не просто концерт, это же не просто КВН, это какой-то некий обмен. Да? Это в свою очередь тоже, когда приезжают звезды первого эшелона, как, допустим, Безруков, у кого вы брали интервью, я с огромным удовольствием Гугуца посмотрел. Спасибо. Это же очень важно, что потрясающий актер номер 1 написал «Прекрасная Абхазия» и выложил на огромную аудиторию. Люди, зрители, может, это столько не понимают, но это как прямая реклама. Кто-то Абхазию узнал, допустим, через меня, моя аудитория. Многих артистов я привозил, и они влюблялись молниеносно в Абхазию. Они уже без меня ездят, приезжают, живут семьями. Это прекрасно, это хорошо. Пусть в нашей стране, в нашей Абхазии всегда будет мир. Пусть будет только в хорошую сторону прирост. Я, допустим, находясь в Абхазии, я смотрел, как красиво делают набережную. Это же красота, это такая красота. Спасибо нашему президенту за то, что он старается что-то хорошее сделать. А берег – это лицо нашей столицы, аэропорт – это лицо тоже страны. У нас в Абхазии, мне кажется, настолько идет хороший прирост к туризму, к строительству, к процветанию Абхазии. Как бы эта Грузия не хотела, Абхазия процветает. Вот вы в Сухуми проводите каждый раз концерты, а люди спрашивают, будут ли в других городах ваши концертные программы? Вы планируете в будущем? Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к министру культуры Абхазии, Кове Даур Вадимович. Если они посодействуют, я абсолютно безвозмездно готов сделать небольшой тур и проехаться по Абхазии, подарить тем людям свое творчество, свою музыку, как артист разговорного жанра, с удовольствием. Ну, мне одному, вы понимаете, это очень дорого. Это привести команду, это привести свет, декорации, экраны. Это очень сложно. Раз мы сказали спасибо в этом году Министерству культуры, хочется сказать министру культуры спасибо, Дауру Вадимовичу Кове. Хочется сказать Динаре Смыргудевне тоже спасибо. Они меня поддержали. Если будет такая возможность, я всегда готов. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопрос? Старок само попсушилась тирстоху пишу могу был рак так апсу ката.
Ялышхо, это. Сара ожус шас харафина сара бас Италия садзит. А кыта шпабзе шпасым сани. Ярбан кыты Сани сабы кыта ядзит. Сергей кыта бзе збот. Уже кыта ашкол стамыздаха с кыта джал бзе збот. Санл кыта джгарда бзе збот адзина сан лаш сахинхо апхын сахиргус. А кыта сара бзе збот сара Москва сымхот хани сымхац. وشنا السرجارة شيء شاح درويبش أكتر قانجني تصوت أكل كشقة شرش قانا جرزي بشري Удары бзедзем. А уе зига калакяд накылацум. Сара акыта ус сыздырдзум. Избан бесаны хоче сани саби сидмырбадзет. Аха кыта из апсуа кыта ялцыз. Акыта куныжна цара ялагыр апсны акалак зигяд накылацум. Иqазароп акытаги акыта ус дыру акыта ждыqазароп. Акалаке ус дыру акалаке ждыqазароп. А сцена ус дыру а сцена ждыqазароп. А телевидение ус дыруге телевидение ждыqазароп. Сара яха сюялагы на самолет сакшуртар. И сырт провет хасалагыр саса шует. И татуа вагис шует. Уяхын пиз дыру ус қастот. Акыта чынхар бзюп наса акыта бзезбо. Ахаяму дзозыр апсуа я хаму дзозыр. Акалаке да хазным хозыргах. Акалаке баны угижир амуэ. Уюнуqa сара Есайра сабины шунтрахистот саба кытарач джуб эга сапсаны сыqазырги саша ясхот сани ласхот мама шала жал цап холасхот жгерда бзез бот жгерда дгамшат бзез бот кыта бзез бот амтан сымойскин гисцот. Ливан, ваша концертная программа называется «Я пришел». С чем связано это название? Расскажите немножко об этом и сколько в этом году песен ждать? Может, что-то новое у вас? Расскажите, пожалуйста. Будет что-то новое однозначно. Смотрите, я пришел, я живу в Москве 22 года. Я, когда возвращаюсь в Абхазию, это что значит? Я пришел к себе на родину. Это моя историческая родина. В один из дней никто это специально не назвал, не придумал. Не ищите, ради Бога, в этом какой-то плохой смысл тоже. Я пришел к себе домой, к себе в Абхазию. Я пришел, и я так назвал. Это название останется так. Покуда я живу, может, она перерастет в какой-то фестиваль, может, это будет что-то традиционное. На сегодняшний день это название «Я пришел», еще я таким же концертом гастролировал в Санкт-Петербурге. Мне кажется, это такое доброе, открытое. Я пришел к своему народу, к своему зрителю с открытой душой, с музыкой, с песнями и с доброй миссией. Вот и все. Ливан, а чем отличается абхазский зритель? Какой он абхазский зритель? Абхазский зритель очень требовательный. У него очень высокий музыкальный вкус, очень требовательный. Я каждый раз, когда выхожу в Абхазскую государственную филармонию имени Раждена Гумба, я не знаю, минут 10, мне кажется, я как будто только с космоса, с ракеты сошел, переживаю. Требует, потому что у нас Абхазия это страна поющая, все фактически нет семьи, где бы не пели, на национальных музыкальных инструментах не играли. Требовательный, но мой любимый, мой абхазский зритель. Ливан, о каком проекте вы мечтаете для Абхазии? Может, есть то, о чем вы мечтаете, что здесь организовать? Конечно. Я бы хотел, чтобы Абхазское государственное телевидение имели возможность красивую большую студию, чтобы вот можно было «Новогодний огонек» снимать с балетом. Я бы хотел, чтобы в Абхазии было еще много независимых СМИ, чтобы, мы живем в такой стране, где есть свобода слова. Хотел бы, чтобы в других городах тоже для народа делали проекты. Сухум – это столица. Здесь все насыщенно, все хорошо, потому что сюда приезжает большое количество артистов. Хочется, чтобы в других городах тоже было. Я бы с огромным удовольствием хотел бы выступить в своем родном городе, города Чемчира. Я бы хотел просто благотворительно выступить в город Хуарчал, город-герой. Я бы точно так же хотел бы в Гудаутах, город-герой, тоже выступить. Это все проекты. Но, к сожалению, на сегодняшний день я это не могу делать, потому что я не богатый человек, я не меценат. Если такой проект кто-то внедрит и меня пригласят,
я с удовольствием приму участие. Ливан, может быть, вы все-таки приоткроете немножко тайну для журналистов? Все-таки куда пойдут благотворительные средства? Немножко об этом Ну, расскажите. Кому давайте будете я вам помогать? скажу. У нас есть, вот мне нравится, хорошо коллеги подготовились. Это будет дом престарелых. Это будет небольшой подарок. Вы же, наверное, журналисты знают, что есть дом престарелых в Абхазии. Он у нас единственный. Просто я по срокам прилетел вчера. Я то, что хочу им сделать, когда я все это передам, сделаю, вот тогда пусть уважаемые журналисты и напишут про это, если они захотят. Без меня могут набрать директору дома престарелых и спросить, а вдруг я сегодня вам скажу, что я им там квартиры, дома и машины подарил, а вдруг я вру. Это будет числа 23 либо 24. Спасибо. А можно вас спросить, а что вас мотивирует на добрые дела? Меня мотивирует, Афина, я бывший медработник. Да, я закончил Сухумский медицинский колледж, и меня учили к состраданию, учили быть чутким по отношению к людям. Меня вдохновляет все доброе. Вот вы пришли со своими добрыми вопросами, вы меня вдохновили. Я еще больше стал вас уважать. Вдохновляет все, что касается моей Абхазии. Набережная меня вдохновила, я так хочу клип снять. Красивый клип, где у меня есть красивая песня «Уйдет Сухум закат, и звезды над головой, ой, мама, как я люблю Абхазию свою». Все красивое, все доброе вдохновляет. Я всегда пытаюсь найти что-то положительное, даже в тех людях, в ком этого нет. Даже в моих хейтерах, когда они мне пишут гадости, это большое количество Грузия делает, и грузинская аудитория, а я пытаюсь им никогда не отвечать. Злые люди – это их природа. От того, что я буду тратить свою добрую энергию, это ничего не даст. На злых людей не нужно обижаться, их просто нужно понять, они душевно больные люди. Все вдохновляет. Природа, море, люди красивые. Все, что приносит добро, все и меня вдохновляет. Тогда мы будем завершать. Мы больше получаса беседуем. Ливан, в завершении вы еще раз можете обратиться к зрителям нашим и пригласить их на свой концерт. Дорогие зрители Абхазского государственного телевидения, 22 июля приходите на мой сольный концерт. Билеты в продаже в офисах Амобайл, в кассе Госфилармонии и Ticket.me платформа. Часть денег пойдут на благотворительность. Спасибо, мира, добра нашей Абхазии. Наунагдза, Абсенра. Табуб Ливан, спасибо большое. У нас в гостях был телеведущий, шоумен и музыкальный исполнитель Ливан Тодуа.